Мен келдім Догмуш Салгырыма. В библиотеке имени Гаспринского прошло мероприятие с таким названием, приуроченное к 85-летию со дня рождения писателя, переводчика и журналиста Эмиля Амита. Встреча прошла в рамках работы литературного объединения «Ильхам». Вниманию гостей были представлены авторские сборники Амита, книги с его переводами, звучали отрывки из его произведений. В читальном зале библиотеки журналисты, писатели и коллеги Эмиля Амита. Среди них писатель Аблязиз Велиев, который работал и дружил с коллегой по Перу. Emil Amit acayip insan edi. Pek isteydi uçucu olmağa. Uçucular mektebine okumağa kirdi. Kirdi, lakin Kırım Tatarı olganını bilgen son onu çıkardılar anadan. Uçuculuk mektebine. Son kelip Taşkent Pedagogika институтuna okumağa kirdi. После 2 лет учебы вместе со своим товарищем Эрвином Умеровым Эмиль Амит едет в Москву и поступает в литературный институт имени Горького на отделение переводчиков. После окончания института работает в газете «Ленин Байрағы» в Ташкенте, затем в издательстве «Советский писатель» в Москве. Благодаря его переводам стали широко известны произведения Шамиля Алядина, Черкеза Али и других писателей. Творческое наследие Эмиля Амита – десятки рассказов, повестей, романов. Он – яркий представитель поколения шестидесятников, а его произведения стали глотком свежего воздуха в национальной литературе. Эмиль Амит, әлбетте, ilk adımlarını jurnalistikadan başladı. Okuğunu bitirgen son o Ленин Байрағы газетасында çalıştı. Ondan son Moskvaga көчкен son bir sıra gazeta jurnallarda hem jurnalist olarak hem tercüman olarak çalışıp ketken de Эмиль Амитнің eserlerini okusak, o bizim milli edebiyatımızga nasıldır bir tazelik көрсетті ve yanılık. Onun hikayeleri hakikaten pek yaxşı yazılgan. Onun kahramanları böyle bilesin tendürüst, güçlü, gayretli, hepsi böyle ne insanlar. O böyle zayıf kahraman hiçbir vakit göstermedi. Ben onun kahramanlarının her vakit gururlanaman. Pek yaxşı yazgan icadkar yazıcılardan biri Эмиль Амит. Эмиль Амит родился в 1938 году в Ахмеджите, в семье известного поэта Османа Амита. 6-летним ребенком пережил депортацию. Это был человек, беззаветно преданный писательскому призванию. Увы, многие его планы так и остались невоплощенными в жизнь. Крымско-татарский писатель Эмиль Амит умер 28 марта 2002 года в Москве после тяжелой болезни.